Я рад приветствовать у себя в гостях за чашечкой кофе Каданчика Александра Исаковича, доцента, преподавателя истории. Пенсионера, я сказал бывшим, да. Поэтому, кто смотрел нашу программу, уже вкратце даже знает его небольшую биографию, которая у нас, в принципе, вылилась в целую программу. Сегодня же хотелось, учитывая, что это историк, задать более конкретные и интересные вопросы относительно его профессии и относительно того, что происходит. Как я стал историком. Сейчас, да. И сразу начинаем. Здравствуйте. И как же вы стали историком? А вот сам себе не ведаю. Ну, по-перше, історія, магчыма, цікавасць да гісторыі заклалася ў нейкім сэнсе, не свядома, так, апасрэдавана у сям'і, таму што бацька ўдзельнічаў у 3 вайсковых канфліктах. Гэта 39-й год, яго пасадзілі ў танк селяніна. 3 гады павучылі, як страляць з кулямёта, пасадзілі, зрабілі башаным стрэлком і рушылі ў заходнюю Беларусь. І ён дайшоў да Брэста и бачил немцев там. А на параде был, нет? По-моему, не был. А был вообще ли этот парад? Я пишу, что был. Так. Вы как историк доверяете Не, этому? Я не могу сказать. Фотографии, не, что это? Коли нема обвержения переконавчего, то треба признать, что был. Коли нема обвержения. Вы, как преподаватель, что преподавали своим студентам на именно этот момент? Ён у нас не займаў такого месца, каб на гэтым спыняцца дэталёва. Я казаў, што было тое. Нашмат цікавей, калі закраналася пытанне аб пакце Молатава-Ріббентропа. Таму што тое, што ўжо было потым, гэта наступствы пакта Молатава-Ріббентропа. Ну, все ж таки, давайте вернемся, як я стал историком, а потом вернемся, а потом закончим. Да. Значит, давайте так. А то мы снова отхилимся и не докажем нават один сюжет до конца. Вот, потому цікавасць была, безумоўна, вялікая. Вучыўся я добра, до 6 класса я был выдатником. Мне было цікаво ходить в школу. Что в 5 лет вы пошли в школу. Бацька мне пошел добрые боты из немецких галянішчаў на вырост. Они были великие, потому что каждый год шить боты как-то нерационально. Сколько портянок носили? Портянки там одни, а у нас и боты были набиты куделя. Куделя, видите, такое? Да, велика. Но это ж неудобно ходить, это шлепает. Еще батька обцасики подбил такие железные, бо у нас брукованная у вёсцы дорога была, перед войной якую будовали, поминал встречи с вами. Редкий случай. И браты старейшие, я настолько был маленький, чтобы аркать справа, там слева, Петя справа, и меня за руки взяли, а мои ноги шли сзаду. И мои ноги были сзаду, мне тяжко тянуть было эти боты, и они ляпали этими псахиками так рано, что по вёсце звон шел. И браты казали мне, перестань греметь своими кандалами. Я не разумел, что такое кандалы, ну, железками этими. Ну, тем не меньше, ходил в школы, а потом зимой мать закручивала мне вот так вот, такой тканиной, фланелью мягкой, и шапка. И тупо я до школы разом з іншими, наприклад, до кілометр, там, невеликим, коли по шоше йти напрямую, летку ближей. Ось наставниця Ольга Наумовна, моя перша, вона мені розматувала все це. Я сам приходил и не мог размотать все. Она меня разматывала, вешала на крючок там, значит. А когда заканчивались уроки, она снова меня одного закутывала и переворачивала эту тканину другим боком, потому что покуле шло там мокро стало, боком, я тупо додому. Ось, все нормально. Ось, и она потом ганарилася, что я был ее учнем, а я вельми був такий обов'язаний, з армії посилав віншувальні відкритки. Потім, коли приїжджав додому, вона казала, во, це мій учень. А я говорю, во, це моя наставниця. Ось, захопився літературою, шмат читав. Ви не уявляєте собі, скільки я читав книжок. У нас на горищі... Було де взяти? У нас на горищі усі покоління моїх братів, сестер скидывали подручники. Я так шкодую, что нема тих подручників порівняти. Я ж пам'ятаю, що писали про Наполеона. Вот у белорусской книжці родное слово писали. Ну а чому нема? Є ж у архіві, у бібліотеках. Ні, я кажу, що нема в мене особисто, не заховали, так? Я читав у 5-6 класі, я читав
Пушкіна, його драму, Борис Годунов. Я не розумів много, мені було цікаво. Там з малюнками даже самого Пушкіна була нека така невеличка формату, толста книжка. Я читав, і ось это, там сцену Гришка Отреп'єв у корчмі, там, коли ви читали, пам'ятаєте, коли Гришка Отреп'єв там хоче утечі у Литву, а Литва – це Смоленщина, вже починалася, так, у Литву, застава там була, і заходять пристави царські, і кажуть, грамотний єсть, значить, ну і Гришка Отреп'єв каже, я грамотний. А там було, що Гришка Отреп'єв, а він глядить там на Варлаама, по-моєму, там, толстяк такий був. Він каже, а лет йому от роду 50, на лбу бородовка, на щеке другая. Тобто портрет списує того. І тут Варлаам каже, о, стоп. Я, каже, вчив книгу грамоту, забив, але коли справа до вісільці дійшла, так успомню. Ну, прикладно так. Так, і бере і читає, а лет йому от роду 20 там і так далі. І Гришка кидає це в окно там і утікає. Ось я сюжет там перечитував кілька разів, ледь не на пам'ять ведав. Ось, і потім читав було. Перший раз у дорослій бібліотеці у Колгасній я взяв книжку у 4 класі. Я добре пам'ятаю, яка була ця книжка. Це була книжка, автор Ілля Гурський, називалася вона «У огні» на білоруській мові. Ось така товста. Про партизанское движение. Про партизанский рух. Значит, она стояла переплетом сюди, и на переплете там вытиснуты были фигурки партизанов там, и так далее. И я пришел и гляжу. А в школьной библиотеке, я не пам'ятаю, у третьем классе. Я був захоплення від цих книжок. Да, я взяв книжечку. Великую Отечественную войну. Я взяв книжечку першую у школьной библиотеке, начитал тут роман Гаета, такого в писарском формате. Ширенький переплет такий, називалася вона «Кораблик». Но она меня абсолютно не затронула, я її прочитав, но нічого не пам'ятаю про це, тому що це була книга пустеча. Ось. А тут я стою, у мене мозги пронизані оповідами про партизан, про війну, про німців, як ходили у нашу хату, там, як ледь не постріляли, так, як і партизани до двох моєму брату стріляли, як німці під пулемети ставили односельчанів. Все це було. Як батько у гумні сидів, думали, мужики все, що спалять, а їх не спалили, погнали на захід. Як утек батько по дорозі. Все це було на самій справі. Ось. І я гляжу, і Федор, який вигадав колгасною бібліотекою, його була менушка така дивна на 2 мовах. Менушка була одна лягушка, а вторая фрош. Коли я став учити німецьку мову, казав, що фрош – це і є лягушка. Федор, він каже, ну чого ти глядиш? Книжку, а я... Меня забу дыхание сперло. Він засміявся, що я хочу книжку взяти. А другий хлопець, який ходив до нас в сім'ю з братом, Сібравов Петром старейшим, каже, що ти смієшся? Ти видиш книжку? Ну, дайте я йому книжку, що тобі шкода, чи що? Він каже, ну, яку ти хочеш книжку взяти? А я вже приглядів у огні. Я кажу, ось эту. І я її запоєм, пасучи свиней, я запоєм прочитав, ну, за 4-5 днів. І приношу назад йому. Я, конечно, не розумів, там, коли засідав там партизанський штаб, а в Москве там передавали выступления товариша Сталина там, и так далее. Ну, я это читал, но я не разумел. Ну, так, а были абзацы, которые я так само не разумел, мне было не цікаво. Особливо там, коли закраналися старі дороги, там закраналися. Там, такие статистические какие-то там выкладки, так ну, само, я их просто пропускал. Не, я читал, я прочитал просто. Ось. Я приношу книжку назад в библиотеку. Я когда видел ЦК ВКПБ, ТРТ, я видел много вот этих, я сразу этот абзац пропускал. Я понимал, мне там ничего, я для себя ничего в тот момент не принес. Вот я принес книгу, эту сдавать. Он говорит, ты ее прочитал? Я прочитал. Когда стола стоял, такий шкет. И он, открывая сторонку, тыкая, начинает читать. А про что там? Я ему далее. Он меня заповажал. И безотказно давал мне литературу. Так, тому, и мне так было самого в 5-6 классе я там «Три мушкетера», «Граф Монте-Кристо», «Жюль Верн», все, что попало. Ну, такие книжки читал. Про войну, конечно. «Партизанские огни», я памятаю, первая книжечка такая, это брат принес, я так сам «Партизанские огни». Потом на выставе у Национальной библиотеки, ну, той библиотеки имени Ленина в Минску, я пришел, а там была присвящена литература партизанскому руху. Я говорю, стоит эта книжечка «Партизанские огни», яку я прочитал, ну, духим малым. А потом вам не хотелось ее где-нибудь приобрести, найти, чтобы она у вас была в библиотеке? Памятаю, коли в школу не ходил,
Морозы былі вялікія, бацька зрабіў, як у нас сказалі, гушкалку, ну качелі. У бэльку забіў кручы, да, вероўкі і дошку прывязаў такую шырокую, каб дзеці менш на вуліцы цягаліся ў мароз. І вот я гушкаюся каля печы, там, значит, в большой хаце, а брат Петро сядзіць за столом і вучыць камсамольскі білет. Цвёрда трымаўся юнак на допросе, ну і так далей там. Шапку спалілі, ўсё расказаў. Уже 5-й, там, ці 7-й раз он чытае і запнуўся. А я гушкаючыся яму падказваю. Ён на меня поглядел. Это не тому, что я некий вундеркинд, просто память была добрая. Механичная часом память. Значит, и брат сказал, а ты что, кажу, может, ты ведаешь еще? Я кажу, ведаю. И протягиваю гушкаться. Он кажу, ну рассказывай. Ну, слушайте, просто кадр из фильма. От початку до конца. Я ему читаю верш. И запомнил маму. Мама обоперлась на вилошник, у нас называли вилошник, ну вилки, горшки с печи доставать. Сміялася до упаду. Ай-яй-яй, як цудовно, да, слухайте, так розказуєте. Значить, як же так, малий вже все вивчив, так? А ти ще не вивчив на Петра. Ну, Петя, так, він був майстровитий вельми. Він став таким майстровитим чоловіком, на жаль, вже нема. Ну, а ким по житті був? Так, ну, по житті він був столяр, добрий. І так у вёсці прожив весь час? Ні. Він був призваний до армії, йому вдалося вирватися з вёски. Він поїхав у Ленінград у той час, де вже жив Микола. Ось там він пішов на будовлю, але хутко проявив себе як добрий спец у апрацоўцы драўніны. Ось, і ўжо жыццё працаваў сталяром, і він став таким майстром-сталяром. Потім помінявся з Ленінграда кватэру на Мінск. Ён працаваў, нават калі у Ленінграде працаваў, то ён ездзіў, напрыклад, у Таллін. Ён аздабляў каштоўнымі пародамі дрэва капітанскую каюту, інкрустацыяй займаўся. Краснодеревщик. Да. Ну і такое, він усё мог рабіць по дрэву. А потым ён памяняўся на Мінск, працаваў у мастацкім камбінаце, такі художественным камбінаце у Мінску, з мастакамі, якім рабіў прыгожыя рамы, аздабляў таксама, аздабляў майстэрню Михаіла Савіцкага. Так, у яго шмат, яму мастакі даравалі шмат картин. Так само цікавы чалавек, але мы вернемся, як вы сталі гісторыкам. Мы так трохи планері зрабілі, зразумелі. Вось так, от пашло. Цікавасць, конечно, ўзнікла ў дзяцінстве. Потым, калі я пашоў ужо ў школу, сярэднюю школу, мне пашанцавала, што прыйшлі ў 8, 9, 10 клас, мне трапіліся вельмі цудоўныя настаўнікі. Нас дырэктар школы, які потым будзе дацэнтам кафедры педагогікі Белдзяржуніверсітэта, Мяцельскі Михаил Семёнович, ён меў талент падбору кадраў. Ён паехаў у Мінск, ішоў у універсітэт і падабраў кадры. Яго аргументацыя была вельмі простай. Вы ведаеце, куды вы паедзеце? Не. У вас запруць якую-нибудь мутаракань. Я вам прапаную вёску, да, вёска. Ну, вёска добрая. Прамое добрае звязана з Захіповічамі, вялікі чыгуначны вузел, прыгожыя мясціны, так. Чаму лёгка выехаць у горад, там гэтак аўтобусы сталі хадзіць. І ось як я прыйшоў у 8 клас, это іншая школа ўжо была, так? У нас 7-годка была. Значит, прыйшоў іншы клас, 8 клас, якраз прыйшлі туды выкладчык гісторыі, выкладчык матэматыкі, выкладчык гісторыі Эммануил Григорьевич Иоффе. Вам что-нибудь, это что-нибудь что такое? Я несколько фамилий таких знал. Композитора, я знал художника Иоффе. Да, значит, выкладчик математики Валентина Владимировна Денисова, яка з адзнакай окончила математичный факультет БДУ. Это, я вам скажу, не так шмат заканчивают с отличием факультет математики в Белорусском госуниверситете. Значит, однакой, значит, Сизик Татьяна Ивановна Ковалева, яка потім буде викладати у БАТУ, доцентом, по-моєму, стане. Викладчиця німецької мови, яка не просто закончила, як то зараз сказали, ІНЯС, а пожила в Германії. Так? Ось. З большой практикою. Так. Все это были молодые. Ну, выкладчику истории был 21 год. Эммануил Григорьевич. И ось пройшов час, некий час пройшов. Марк, як мы в школе звали, Марк Григорьевич, он подсовывал мне книжки по истории, там, по археологии. Я еще больше пропитался этим духом. И к концу 11 класса, уже к 11 классу у меня сформировался светопогляд историчный, что я пойду на гистфак пробовать, в вёске, поступать в университет.
А выкладчыца матэматыкі Валентина Владимировна Денисова, калі яна здаецца, переехала у Брестскую область, потым городский поселок Лагишин таки был. Может, зараз он есть. Татьяна Ивановна Ковалева, физик. И они мне сказали, докладно сказали, вот я вам цитую их, сказали, что Саша, тебе Марк сбил с толку. Твое призвание архитектура. Чему? Потому что я на той час, я люблю в школе малявал, а черчение для меня было это песня. Математичка казала, коли нават я математичный там аппарат для чертежа не даю, то все равно мне ставить треба тройку. Потому что у меня чертеж абсолютно правильный. У меня перспективная, кажуть, погляд добре бачный. Як пересекається, что там, як это повинно быть, як это на чертеже отобразить отповедными сроками. Вот, твое призвание архитектура. Тебе Марк с толку сбил. Ну, вы не жалеете, что вы шли на исторический? А як же можна шкодовать? Життя ж, це ж моє життя прожите. Кабы життя было як рукавицы поменять. Александр Александрович, вы такой интересный рассказчик, вы писать вообще не пробовали, кроме исторического направления? У вас писательский талант, вот, мне кажется. И поэтому я стал поступать на гистфак. Сейчас не отвечайте мне на эту тему. Поступал двойче до армии. Да, поступал двойче, я хочу закончить. Ага. Значит, и только с 3-го граду пошла службу в армии, поступил. І коли я був аспірантом, мій школьний наставник, який так само з'їхав, от я закінчив школу, і він в цей час з'їхав так само. Мій школьний наставник, добре відомий науковця в нашій історичній науці, це професор, доктор історичних наук, Іофе, Еммануїл Григорович. Забейте в Google і ви отримаєте інформацію. І він мене знайомив з не менш відомим, як лічу, знакомитым, выдатным историком Беларуси, это Миколаем Ивановичем Ермоловичем. Вот. И он меня познакомил в Национальной библиотеке. И хотя мы двое историков встречались, тем не менее для меня гонор был познакомиться. И Эммануил Григорович сказал, это мой ученик у меня, это мой учень. То есть и он так само. И Эммануил Григорович еще не проживая, у конце минулого года супрацовница Академии обороняла диссертацию. І він питав, як там Гадальчик, і передавав привітання. І мені завжди приємно казати про його, що у мій хресний батько по історії, мій школьний наставник. Так я став істориком. А що тичиться інших питань, будь ласка. По поводу писательского вашего таланта, вернее, таланта рассказчика, пробовали вы писать? Или, может быть, белорусские читачи знают вас как письменника? Не. Один, что я писал только науково-методичную литературу, там у 90, на початку 2000-х годов вийшов «Допоможник», де я соавтор. Ну, «Допоможник», який не отримав офіційного грифа «Допоможника». Він був виданий, так мовлячи, у якості допоможника колективом авторів під керівництвом покойного Лойка був такий, Вікентьєвич, значить, Леонід Вікентьєвич. Ось двічі у виданні він користався добрим попитом у студенту Маланкова, розбирали його. Тому що ми пристосували короткий огляд тих питань, які чаще всього зустрічаються для студентів ВНУ. Або гульнілі там питання, екзаменаційні питання, які у БАТУ, які у БДУ, там, значить, у сільгазакадемії, і разом склали, от, і мені там виділили певне коло питань, на які я відказував. Ось. Ну і так само, я вирішив, що був удалий артикул, які так само люди, які читали, які мене віддали, мені шмат телефонували, це у 2011 році, з нагоди 25-годия Чорнобильської аварії, на першій полосі Народної волі був надрукований великий артикул мой, на два боки он перейшов, «Попел Чорнобиля». Ось. Ну, в місцевих там газетах кое-что наши місцеві. Как вам училось? Как давался предмет, вообще студенческая жизнь? Ого, впечатление. Мне училось легко. Вкратце, Потому что я понимаю, мне училось как легко. вы рассказываете. Мне училось легко. Так. Я любил учиться, и учеба мне давалась легко. Ну, тут, мабуть, то, что к тому часу я... Спасибо большое. Добрая память, так, неблагая, скажем так, память,
ну, пэўны запас ведаў, сумленныя адносіны да працы, таму што вучоба я сам для сябе лічу і казаў студэнтам, вучоба гэта праца. І часам нелёгкая праца. І самае складанае гэта прымусіць сябе займацца гэтай справай. Таму што калі адрываешся ад бацькоў, там бацькі, які б не былі, яны все-таки тебе там трошки капаюць на мазгі, так? А тут атрымліваецца свабода такая, і вось, як я казаў, памылковае адчуванне гэтай свабоды прыводзіць часам да зрываў. Так. Вось. І самае складанае прымусіць сябе кіравацца пэўнымі прынцыпамі, працаваць. Поэтому я люблю вучыцца. Я паважліва адносіўся, ніколі не заглядаў, прашу прабачэння за такія, можа, грубаватыя словы, ніколі не заглядаў па-сабачу ў вочы выкладчыкам і прадухіляў ад гэтага студэнтаў сваіх, казаў, што вы павінны навучыцца паважаць сябе. Нават калі вы у чымсьці прайграеце, вы ўсё роўна павінны захоўваць сваю годнасць. Вось, не заискивать, не упрашивать, там, это принижая. Неужели мы сами себе часом личим такими, ну это уже все то свистание. То есть училось добре. Я закончил з адзнакой. Со 125 человек 8 человек атрымалі диплом з адзнакой. У тым ліку мой сябар, мой товарищ по покои, які проживае ў горадзе Магілёве, былы загадчык аддзела аднаго з аддзелаў аблвыканкама, Осіпенко Миколай Иванович, з якім мы сустракаліся. Ну, я яго не турбаваў. Калі ён працаваў тут в структурах, не працаваў, не тэлефанаваў яму, не хацеў псаваць яму біяграфію. Потому что я быццам бы стали меня лечить там неким таким оппозиционным деятелем. Вот к этому вернемся через 5 минут. Во время обучения понятно, что история основной предмет. Возникали ли у вас вопросы и были ли вы совсем согласны, что преподается? Возникали ли у вас вопросы, ощущение неправды? Было какое-то? Вы знаете, что мне тяжко аднавіць у памяти все такие пачуцці свои, так? Потому что это эмоции, там, ощущение неправды, эмоции, не розумом, так? Что вот это неправда повинно быть. Хорошо, неправда. Где-то что-то недосказывает. Я скажу, ось я хочу сказать, что справа в том, что одна из самых головных формул фальсификации истории, ну так многие называют, здаецца, и я так называю, это коли выкарыстоўваецца формула замолчвання. То есть можно не говорить, но и не говорить. Да. Можно не казать, и ты, и все. Да. Я приведу приклад. Вот наконт гэтага приведу приклад. Добра памятаю. 3-й курс. Чему добра памятаю? Потому что ситуация повторилася потом абсолютно один к одному у моей уласнай выкладчицкой биографии. Вот. Значит, добра памятаю лекцию по истории СССР, советский период, читал профессор, ну тогда еще адносна молодой доцент, потом профессор, доктор наук Сидорцов Владимир Нечипорович. Калі б ён, я не ведаю, які яго лёс, зараз ён уже в годах, конечно, старейшы за мяне. Вось, менавіта ён паставіў мне 5 на уступным экзамене, я здаваў по гісторыі СССР, поступаў 3-й раз. Вось, і ён чытаў лекцыі. І потым у нас склаліся з ім вельмі добрыя стасункі. Калі я ўжо выкладчыкам стаў, там загадчыкам кафедры, так, і ён быў загадчыкам кафедры, я заязджаў у Мінск, размаўлялі шмат. І вот ён нам чытаў лекцыі якраз па перыяду Вялікай Адчыннай вайны. Из нашей аудитории поступает ему записка. И он ее зачитывает вслух. А записка такая. Правда ли, что в дополнение к пакту Молотова-Риббентропа был подписан какой-то секретный протокол? Дополнительный. Это вопрос студента? Это вопрос студента. Ну, скорее всего, анонимный. Анонимный. Так. Я тоже так Значит, чему? Потому что я своим студентам сказал, вы можете задавать мне любые питания, за выключением там бестактных там или нецензурных там и так далее. Да. И я не буду огучивать прозвище, коли вы подпишете. Я не буду огучивать, коли вы не скажете сами из места, что это я написал. А так я не буду. Коли вы нават напишете, и я это слово заўсёды трымаў. Заўсёды. И студенты это ведали. Значит, вот те, які працавалі год, 2, 3, со мной, они ведали. И вот им читаю эту записку. Огучивая. Его отказ.
Ну, на русской мове он читал лекции, и отказ я буду его цитовать, ну, амаль близкий до цитат. Сказал, что да, я, конечно, слышал, что такое ходит, да, ходят вроде бы копии его на Западе, но считается, что это фальшивка. Как документы, я не могу это подтвердить. Вот считается, что это лишь фальшивка. Ну и все. Я становлюсь выкладчиком. И так атрымалася, что літаральна праз 2 гады працы на 3-й год меня посылают на повышение квалификации у Минск. У Мінску был такий институт повышения квалификации. И они все были створаны, 4 их было створено в Советском Союзе, у Москве, Ленинграде в тот час, у Минску и в Киеве. Это были специальные институты для повышения квалификации выкладчиков громадских дисциплинов. В 1973 году. Зараз называется Республиканский институт высшей школы, Московская 15. Тады ИПК, вельми комфортабельный, витульный. Нам читают лекции из Москвы, приезжают профессоры, академики. Коли мне не изменяя память, читал лекцию Зевелев Абрам или Абрамович, забыл инициалы. И он так подавал себе к знаўца, ледь там не ногой он дверь отчинял, там разные архивы и так далее, тем лику архивы членов Политбюро и так далее. И вот ему задают питание. Коли не помиляюся, питание задал доцент Ташкентского института сувязі Васильев Владимир Васильевич. Праз шмат гадоў мы з ім сустракаліся, калі я быў аспірантам, мы запрашалі яго, я запрашаў да сябе ў госці. И он приезжал. У Минску это было. Вот он задает питание, вот вы там работали в архивах там, и так далее. А что вы скажете вот, по поводу приложения к пакту Молотова-Риббентропа? И московский академик, член-корреспондент Академии наук СССР, он отказывает так, как отказывал нам профессор-доцент Сидорцов у той час. Что да, вот ходят слухи, ходят копии там, и так далее, но считается, что это фальшивка. З гэтым я приехал додому. Прошел некоторый час. Я начинаю... 2 снаряда в одну воронку уж не падают. Падают. И падает 3-й навод. Значит, проходит час, я читаю, як зараз пам'ятаю. 522 аудитории, зараз у нас закрыто там компьютерный класс. 522 аудитории. Я читаю лекцию студентам экономичного факультета. И мне поступает записка. И хотите верьте, хотите не верьте, но это правда, мне нема сенсу глухить. Александр Исаакович, а вот там кто-то мне говорил, там не подписан, я не памятаю, что был какой-то там скрытый протокол. И я им рассказываю, расповедаю про эти 2 выпадки. Ваш ответ был более емким. Более емким. Я им расповедаю про эти 2 выпадки. Вот что вот доцент Сидорцов, якому задавали мы, член-корреспондента Академии наук СССР. А не был ли потом вопрос, а как вы считаете? Так. А что я скажу? Вот я могу вам сказать только то самое, потому что я не ведаю. Что значит считаю авторитет выкладчика, студента, особенно первого курса, великий. Хорошо, а почему не возникло, если такие возникли вопросы, мы все понимаем прекрасно, зрители понимают, почему никто не задался из преподавателей этим вопросом, ладно, понятно, они были в Советский Союз, вы почему не задались таким вопросом и ответить на этот вопрос, так был или не был, где найти этот ответ? Вот я вам 4-й задаю. А я вам отказываю, так был или не был? Легко отказываю. Коли академик, союзный академик, который сказал, что он ногой отчиняет дверь в архиве, и он не знайшов отказу, то пробачьте, коли ласка, хіба но може... это было то время. Время можно было и сказать так. Почекайте. Так вы меня не дослухали до конца. Это вельми приємно, коли в спрежку вступаем. Вы молодец. На первом курсе недаремно вы вступили со мной в спрежку. А я был лепший по истории. Это добре. Значит, справа в тем, что наступает 1989 год. И член Политбюро ЦК КПСС Александр Николаевич Яковлев был такий секретар ЦК КПСС, пам'ятаєте? Помню. Один з ініціаторів і архітекторів перебудови Горбачовської. З його дозволу у шерегу СМІ друкується копія секретного протоколу. У тим ліку у газеті аргументи і факти. Я гэту
газетку папочку і приношу з собою на лекції з того дня. Так? І коли доходить до пакта Молотова-Ріббентропа, я їм розказую, що студентам вже цікаво. Цікаво послухати і цікаво уявити собі, я за що доказав, архіви – хліб для історика. Як я можу нечто казати, коли я не могу подтвердить это документально? Так есть документ или нет? Конечно. Больше того. Значит, принесенный документ дает вам право на следующий вопрос, который вопрос задает студент, задал бы, уже опираться на документ. То есть историк, вы хотите сказать, не имеет права делать выводы, если под платформой нету... Безумовно. Хотя, может, он сам и сомневается. Пофантазировать можно. Тогда надо делать исключение. Может быть. Может быть, да. Дыма без огня не бывает. Да. Но утверждать, что так было, не имеет права. Так вот, этот документ гласил, да, что... Мы требуем документ, я до гэтага часу захоўваю гэту газету «Аргументы и факты», у якім публікавана гэта копія такого секретного протокола. Значит, першае пытанне з'яўляецца такое, а чому він був секретний? Чого його ховали? Да, в чем суть? Да, а суть тут тим, що коли ми читаємо це, то хочеш, не хочеш. Незалежно від жадання, ми вимушені признати, що певна доля відказності за трагічний початок Великої Отечественної війни, 41-го року, мається на увазі, потім, і докладній певна доля відказності за початок Другої Сусвітньої війни, 1 вересня 1939 року, вона якби випадає і на вина кладеться і на тогочасне керівництво Совєтського Союзу. І особисто Сталіна в тюрмі, бо без його нічого не робилося. Це дуже важливий момент в повороті обучення студентів, як і студентів. Звісно. Я чому це кажу? Тому що ми повинні уважливо знайомиться с документами. Это в каком году вышел этот документ? В 89-м. Да. А почему до сих пор этого факта все равно нет в учебниках? Почему нет? Есть. Вы знаете, я общаюсь с людьми, которые даже не знают до сих пор, когда началась Вторая мировая война. Я ж не несу відказності за тих людей, які не ведають, коли почалася Друга Світова війна. І що вони не ведають, що копія цього документа опублікована. Більше того. А вы не помните, как называется этот протокол? Давайте я вам лепей. Я бы хотел его найти и на программе немножко отсканировать. Я вам могу отсканировать и прислать на e-mail. Окей. Вот, ребята, вот этот уже прислали, вот смотрите. Да. Значит, больше того, я не пам'ятаю номер, але это можно обновить. Я у интернете потом нашел. Помощник президента Горбачова, тогда генеральный секретаря Горбачова, Болдин, як он, прозвище його, прошу пробачення, особливо на Б. И вот я у часописа «Век 20», новейшая история, читаю, что он, разбирая архивы, все секретные архивы ЦК, он находит, ему попадает в руки подлинник вот этого секретного протокола. И он пришел к Горбачеву и спросил, как быть с ним. Вот. Так далее. Горбачев посмотрел и сказал, положите его на место. Дальше секретарь Горбачева, помощник секретаря, говорит, ответственность я не несу. Эта же мысль им подчеркнута, и, по-моему, эта статья, она просто перенесена. Я тоже могу дать на нее ссылку, потому что в интернет-папке у меня, значит, там я собираю, хотя я давно не преподаю историю, но что встречает интересно, я все-таки на всякий случай скидываю, там, для себя копирую. Вот там эта статья есть, где он, помощник секретаря Горбачева, признает. Я не думаю, что он врал. Значит, что он держал в руках подлинник этого протокола, дополнительного протокола к пакту Молотова-Риббентропа. Александр. Вот тем самым я хочу подкрепить для студентов, что я не только историк, я еще выкладчик. И когда задавали там питання академику, доценту Сидорцову, академику Зевелеву, там, так, член-корреспонденту Академии наук СССР, мне задавали там на контрпротокола. Я отказывал так, а зараз я могу отказывать инакше. Потому что у меня есть документ, и никто мне обернуть не может. Был такой протокол, ось копия опубликована, ось этот документ. И когда мы его читаем, то да,
для того времени. Там ідзе справа. Там, конечно, дыпламатычнай мовай. Все понятно, але говорится, что коли Германия там проявит активность, то Советский Союз отнесется с пониманием. Если Советский Союз проявит активность... Все, мы это увидим, мы об этом поговорим. Значит, не значит ли поэтому, что во всей истории учебниках Советского Союза и преподавания в высших учебных заведениях роль и место Великой Отечественной войны занимала намного больше, чем сама Вторая мировая война. И, ну ладно, понятно, что здесь какие-то вещи умалчивались, потому что этот протокол давал совсем другое ощущение. Ну да. Тогда скажите, почему? Или это, ну, хотя тут понятно, может быть, это политика, но, может быть, и есть у вас, как историка, более какие-то факты неизвестные мне. Почему на протяжении долгих лет роль других государств во время Великой Отечественной войны умалчивались? Почему столько отдается победе именно Красной армии Советского Союза в Великой Отечественной войне? И ощущение сейчас, вот сейчас на меня начнут очень многие, сейчас, кто смотрит программу, плевать просто в экран, говоря о том, что я пытаюсь фальсифицировать и недооценить роль Советского Союза в Великой Отечественной войне, потому что только большинство солдат Красной армии погибло. А Америка, Англия, Франция, Испания и так далее. То, ну ведь вся Европа воевала. Так, вы задали питання, так? Так. По-перше, я хочу... И прошу кратко, потому что мы не вложимся. По-перше, я хочу оборонить вас от таких нападок. Вы, ведущий этой программы, вы запросили у меня на эту каву. Хорошо, ваше мнение. Значит, и вы маете право задать мне любые питання, навіть провокаційні. Так? Это перше. Это вашу оборону. Ну, Так, не перечьте, будь ласка. Тому що я не веду сапраўдны ход ваших думок. Не заглянуть. Ну вы откажите на это питание. А теперь, по-перше, я не хочу з вами не згоден у тим, що замалчувалося значення інших держав і так далі. І в совєтські часи, у тим ліку, коли я був студентом, і пізніше, доволі шмат літератури виходило. Так? Можу назвати книжку вельми давню, навіть того ж Яковлева, США і Англія в годы Второй мировой войны, так, і так далі, і так далі. Конечно, акцент робился на борьбу советского народа в Великой Отечественной войны. И я лечу, что это абсолютно оправдано. Чему? Тому, что мы вивчаємо історію найперш своєї країни. Да, ми як історики, будучи студентами історичного факультету, ми вивчали і історію країн Азії і Африки, і Латинської Америки, так, і Європи, і так далі. То есть ваш ответ, вы считаете, что достаточно внимания уделяли? Я не сказал так. Вы сейчас начинается про... Мне не интересует Латинская Америка. Нет, так, прошу не перебивать, сэкономим час. Я как раз прошу вас ужимать. Да, я буду ужиматься. Так вот, то, что акцент робился на выучении истории Великой Отечественной войны, это абсолютно оправдано. Потому что война была на нашей территории 3 года, как вы ведаете. Так? И справа не только в том, что мы понесли все народы, белорусы и іншие народы Советского Союза, понесли великие ахвяры. Но объективная статистика, все ж таки, давайте мы заходим с этого. Сколько войск в Германии находилось воевало с Советским Союзом? Сколько войск воевало, скажем, у Африці, операція супер Роммеля, так? Сколько в Європі? У якому форматі і у який час уступили заміжна, наприклад, Германія? Что значит, який час? У який час? В 1939 году вступили. Советский Союз в 1939 напал совместно с немцами на Польшу. Вы мне задали питание, позвольте мне сказать. Нет, кратко отвечаем. Вы начинаете сейчас уходить в дебри. Нет, я не хочу вам дать подставы для того, как моя позиция была не окресленной. А я позицию выкладываю как историк, шматбаковый спектр. Так? Что мы не можем сказать альбо так, альбо так. Для меня абсолютно ясно, что головную роль у войне на самой справе отыграл Советский Союз. Подобается, я не спорю об этом. Не подобается. Я не спорю об этом, но чому? Большую роль на себя взяли. А я хіба відмовляю тим? Я кажу, що об'єктивна статистика, яка не була секретною і в годи Советского Союзу. Інша справа, що у викладанні це, звісно, не завжди приводилося. І поставки по ленд-лізу, так?
і допомога сродками, воєнними матеріалами, воєнною технікою, самолітами, танками, артилерією, автомобілями там, і так далі, і так далі. Горючим. Да, у меня есть выписки 70-х, 60-х годов з журнала «Меймо», ну, «Міжнародна економіка», «Міжнародне отношення», такий советский журнал видавався, так, де всі ці дадені були. Альбо із часопису США, там, і інші там країни Америки, так само все це подавалося в совєтських криницях і так далі. Інша справа. Я услышал ваш ответ. Да, інша справа, як історик, викладчик, може оперувати цими фактами, так? Які акценти він розставляє, і чого потребує програма. Я хочу сделать отдельную программу с вами именно по Великой Отечественной войне. Прошу прощения. Сейчас... Прошу прощения, я закончу. Я не являюсь специалистом глубоким в учении Великой Отечественной войны. А в чем вы являетесь специалистом? О чем мы можем сделать программу? Ви не блитайте викладчик історії і науковець історії. От, наприклад, є такий поофіційний історик Ісаєв, Олексій Ісаєв. Його часто транслюють по передачах там, і так далі. Ось. От я, наприклад, є моменти, які абсолютно з ним не згоден. Так? Но це ж не дає мені права сказати, що він там Хорошо. откидывать его. Вы как преподаватель, ваше личное мнение, почему Сталин, зная, что вот вы в прошлой передаче говорили, что даже в деревне жители знали, что будет война, Сталин до последних не верил или не хотел верить, что будет война, и всячески, ну, я не знаю, на самом деле, я расцениваю это как преступление, то, что случилось в 1941 году, что было не подготовлено и как началась война. Именно преступление со стороны руководителя и политического окружения Сталина. То есть последний крестьянин знал, что будет война, а почему-то... Предполагал. Но предположение... Да. Знания и мысли, или эмоции, или ощущения – это разные вещи. Нет. Ну, хорошо. Треба почему ваше своими... мнение, как преподаватель, но лично ваше мнение? Ну, питання складане, вельми. Питання складане, так? І відказати більше написано в літературі я не здолію, тому що я користаюся амаль тими ж краницями, що і ви. Інша справа, що, як ви правильно кажете, що я можу виказати свою думку. Мені здається, у вашому питанні прозвучав уже і відказ. З одного боку, керівництво на чолі зі Сталіном, як я лічу, не хотіло гэтага прызнаваць, тому що спадзявалася на нешта іншае. Ну, ёсць публікацыі, што як быццам бы Сталін разлічыў, што вайна занятая ў Еўропе вайной з Англіяй, Германіяй, не здольна ваяваць на два фронты, і хутчэй за ўсё, калі канфлікт будзе, то хутчэй за ўсё не раней, чым 42 годзе. К таму часу мы паспеем зрабіць тое. Так? Адсюль і прамыя указанні не паддавацца на правакацыі, указанні гранічащие, межуючыя з загадамі па сутнасці, так? Што проявишь великую активность, трапишь можно не поддаваться на провокацию, но при этом армию содержать в надежде. Вы как пограничник должны знать, о чем я говорю. Да, пограничники были, что называется, на чеку. Единственные, кто был, по-моему. Да, ну не только единственные. Ну как? Были и иншие, ну не будем у деталей залазить. Более-менее, скажем так, были на первом месте. Я хочу звернуть увагу вашу на иншие. Значит, я, можно спросить на свой опыт? Часу мало. Я студентам задавав також питання, от як ви мені задаєте. От назовіть причини, по яких совєтська країна, Червона армія літерально в перші 2 тижні війни потерпіла катастрофу. Називайте які завгодно причини. Які завгодно. От прийдуть у голову вам, ви не читали нічого, як ви думаєте. І ставив студента, або сам стояв, і записував на дошці. Ну и починалось там внезапное нападение, да, внезапное нападение, мало танков, мало артиллерии, слабость того, добро, чудовно. А теперь откроем книжку на белорусской и русской мове у 2005, по-моему, году была ранее выдана книжка такая, великого формату, Великая Отечественная война советского народа. И на белорусской мове Великая Отечественная война советского народа. Белорусским выдавецтвом, как допоможник для студентов. І там ми знаходимо ті ж самі некоторі тезиси. Ну там зроблена велика справа. Науковці Академії наук, які в основному видавали, вони пішли у контексті таких агульно прийнятих поглядів, так? Ну вони зробили велику справу. Вони змістили таблиці.
Тэкст для тых, хто ўмее чытаць, на мой погляд, а табліцы, хто ўмее глядзець і думаць. Так? Я гляжу, кажу, вот какая-то там внезапность нападения, да? Ну, мы же ведаем, разведчики попередживали, то у вёсцы люди казали, так? Не хотелось. Около 40 предупреждений только разведчиков было. Да, но они, правда, заходили их в чаще, там, и но так было, далее. что готовиться. Да, да, и ближе было, все равно да, сходились так, к 41-му. Да, далее разбираем там техники, а сколько там было у белорусского военно-крузя самолетов, а сколько было танков, коли глядим, а личбы-то на користь Советского Союза. Да. Ну, кажется, там техника была плохая, я говорю, стоп, берем официальное выдание, танки Советского Союза, танки. И читаем, немецкий танк, который нельзя было пробить. Т-3, не, они по показчиках не превзаходили, по ТТТ, тактика Ну, были данных. некоторые новшества, которые уже превосходили. Но были в Советском Союзе, которые превосходили КВ и Т-34, да? Ну, да. Да. Я говорю, что в Советском Союзе были уже техника, которая превосходила там немецкую. 1600 и лишним было, так? Да. Значить, не в этом причина, не в этом, а в чим? Треба колупатися, треба шукати і так далі. Поэтому это питання я не випадково казав своїм студентам. Вот каждая история, там непоследовная наука, меняется то одно, то другое. Так? И мне казали, это мои сябры, аспиранты, помню, студенты математики, химики были у меня сябры. Мне казали, когда мы сидели за кубочком, ну, кавы, скажем так разом. І вони казали, Саша, слухай, ну що ти два історії, сьогодні так, а завтра так. І я навіть кришечку трошки комплексував. Покуль не прочитав, видатно, на мой погляд. У вас есть 2 минуты? Есть. 2 минуты у вас Да, только есть. покуль не прочитав есе французького історика Марка Блока, якого розстріляли в 1944 году німці, «Апологія історії» или «Ремесло історика». І він там пише, що кожне покоління живучих людей буде історію писати по-своєму. Чому? Тому що ті події, які сьогодні нам даються вельми важними, для будущих поколінь будуть мати якесь незначне значення. А може ті події і ті оцінки, які сьогодні ми недооцінюємо, праз 20-30 років будуть мати вельми велике значення. І ось часом події у історії подаються часом більш докладно, ніж математики. Тут, звісно, певна спекуляція з мого боку була, але я робив це свідомо, щоб завострити увагу. Математик каже, допустим, приблизительно, там, користатися такими категоріями. А я казав студентам, уявіть собі, що я прийшов у лекцію і кажу, допустим, 22 июня Германия напала Советский Союз. Ну, хто-небудь покрутить, коли я вернуся так, криху. Ну, це факт безперечний. А ось чому напала? І які виніки написані тисячі тому. Коментарі цього факту, тлумачення цього факту. І ми сьогоднішній день, бачите, з вами, тут навіть ми з вами сперечаємося. А от ви так, а ви так, а ви так, а ви так. А чому так? Чому? Тому що Мне кажется, за гэтым... мне 1000 томов не надо. Ні, тому що за гэтым спрэчным фактом, ну я належу так само до той категорії, що я так само живу. Кроме того, что читать, надо еще и здраво мыслить. Так. Но треба мати вельми велику підставу, щоб робити категоричну заяву, що так і не інакше. Ось. І ми з вами сперечаємося, і будемо сперечатися. Тому що у всім світі люди мають емоції. Не знаю, як що, але категорично заявляю, что наша программа подходит до логического своего завершения. К сожалению, есть много вопросов, на которые, наверное, мы после программы просто пообщаемся, поговорим, потому что время не резиновое, как Москва. К сожалению, уважаемые зрители, мы должны расстаться. Пишите, присылайте свои мнения, пожелания насчет дальнейших программ наших именно с Александром Исаковичем и задавайте вопросы, думаю, может быть. Я думаю, Вячеслав так само буде у мой бок шмат каменем. Ну, это ничего страшного. Ну, я привык. Идеальных людей нет, так как и Конечно. ваш покорный слуга. Всего хорошего, до новых встреч.